сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Киһи олуғу элегаддиен аһыра түргенин. Олуқ силлиэте қаарайбыт сэрии тыыл ветерандарын кеккете улам-улам сылттан-сыл жарааһаан игер. Отчутоогу сылларга кинилер бары эдеркен оҕолор эте. Билигин оҕонньор эмээхсин буолулар. Үгүстер күн сериттен маттылар. Кинилер олорун аспыт бой-бой сырыыларын, қоһуун улохторун билиңи ыччат умнуу суохтаах. Жолиһин убастыбыллаах көрөөчүлер бит бүгүн биһиги эһиги болхом тоҕутугар таһаарабыт. Ленинград блокадатын кыттыылаагын, серии бастакы сылларыгар сутааһын, коргуйуу ыар кемнерин этинен хааннан бит. Онтон 1900-түйдөн 2 сыллааққа литовистары, латыштары, финнери, онтон датын омуктары күүс өрттүнөн коту көһөрүүлерге түбеспит. Төһө дойдутуттан телехейдер саха сирин 2 түрөбүт дойду оңостон, оҕо руу төрөтөн ыал буолан, үгүс элбэх ыччаты үөрекка ухуян кэлбит, биһиги улуспут олохтоогун Анна Ивановна Картынян туһунан. Анна Ивановна Картынян 1900 сыллааққа Ленинград облаһын Всеволожской районугар Невская Дубровка биһэлэгэр Екатерина Матвеевна уонна Иван Семенович Картыняннар дие кергеннерге төрөбүтэ. Орто школаны битерен баран Луга Корат педагогический училищетыгар веренен начальный школа учуталын дипломын ылбыта. Идекенне 2 сыл учуталынан үлелен баран кетехилээх опускатын ылаары сырыттагана серии сагаламмыта. Все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Война все перевернула, всю жизнь перевернула всех людей, не только мою. Но мы хотели с матерью эвакуироваться. У меня старший брат уже был в армии, он остался на фронте. Мы с матерью остались вдвоем. Я в Устюжевской школе работала. Приехала в отпуск к матери. И тут как раз летом война случилась. Ну, опять поехала в Устюжору, опять приехала к матери. Не знаю, там копали траншеи в Устюжоре. После опять придется эвакуироваться, уже немцы приближаются. Было. Поэтому взяла эвакуационный лист из Устюжоры, сельсовета, и выехала к матери. Выехала к матери, уже эвакуация вполне нашу родную Невскую Дубровку разбомбила. Там ничего больше не осталось, и дом, все у нас. Что было на себе, то и осталось. Мы подались в лес, хотели сначала, хотели эвакуироваться, побежали на берег реки. Там пароход отчалил, и тут же разбомбардировали этот пароход. Люди потонули, многие, мало кто спасся из реки, из воды. Так мы ушли, подались оставшееся население Дубровки в лес. Там вырыли землянку и жили в землянке до наступления зимы. Наступила зима, уже невозможно было жить в землянке. Ни хлеба, ни питания, ничего нет. Картошку не могли вырыть, ничего, потому что уже все, бомбежка, кругом война, уханье-буханье, стрельба. Там бегут, тут ползут, тут военные, тут невозможно было что и рассказать словами. Мы подались за 8 километров в деревню соседнюю Новые Пустоши. Там подальше от Невы 8 километров. Там устроились у одной бабушки жить в доме у нее на зиму. Там одна семья была из 7 человек, тоже дубровские. Они уже тут устроились, мы приехали тоже. Я, мама моя, и вот невестка и племянница, дочь с брата моего. Мы четвером
стали жить. Сразу устроилась на работу, стали лес пилить. На лесозаготовку пошла. Мама дома, конечно, она была пожилая, больная. Под бомбежку, под пули. Под пулями ходили с утра. Утром уходишь, вечером приходили по краю, по обочинам дороги, прятавшись. Вот сейчас настигнет дальнобойное орудие или там миномет или что. Перестрелка шла денно, ночно, и день, и ночь. Без конца был шум, гам. Война есть война. Так мы жили. Постепенно люди голодали, умирали. У нас вот в этой квартире, вот в этом доме, где мы устроились, соседка Екатерина Пушкарь, семеро было их, остались только двое. Все умерли с голода. Один за другим трупы выносили, просто в снег так ложили, потому что копать не было сил. Земли уже, земля мерзшая была. Ну, так приказ, это уже весной, а хлеба нам давали только всего-навсего рабочему 250 граммов. Уже после ноябрьских праздников иждивенцам или детям давали по 125 граммов. Больше никаких продуктов не было. Вода, соль покупали, ходили на рынок. Денег, что были остатки денег совсем неоткуда было взять. Что покупать? Покупать на рынке хлеб продавали военные там из-под полы по 400 рублей буханка. А где денег? Нет, денег не было. Так мы прожили вот эту зиму. И вот наступил уже март месяц. Пришел приказ правительства всех национальностей выслать себе. Дали 24 часа. И на станцию Всеволожская явитесь. Все. Никакой подводы, ничего не было. Хоть больной, хоть что, ноги волоки или что, хоть ползком должны туда явиться. Мы приехали на санках, маму тащили с Анной Федоровной, с моей невесткой. Там дочка ее 5-летняя, вот Нина. Мы все приехали кое-как с трудом. Несколько часов, сколько там километров было, наверное, 10 километров было от нас, эта станция, Всеволожская железнодорожная станция. Вот так мы долго-долго туда тянулись, приехали, голодные, все. Нас всех растолкали по товарным вагонам, там нары были, железная буржуйка, печка была. И так посадили нас в этот вагоны, затолкали. Так мы ехали, сами не знаем, куда нас повезли. Оказывается, привезли к берегу Ладожского озера. И там высадили, потом погрузили на грузовые машины. По грузовым машинам по тонкому весеннему льду 25 марта 1942 года нас перевезли через Ладожское озеро. Там один угол остался у наших еще. И, конечно, под бомбежкой. Вот на глазах наших проваливались машины под воду так, с людьми. Обратно ехали, шоферы возили муку голодному Ленинграду, продукты. И так нас увезли, значит, это на этих грузовиках, опять высадили, опять посадили куда-то. Мы даже сейчас вот не помню, столько мы нас высаживали, столько нас выгружали, столько. Потом мы в конце концов приехали в поезде в Иркутск. В Иркутск приехали на станцию Замзор. Там моя мама умерла, скончалась, там ее похоронили. Там месяц дали нам отдыха. Такой барак поселили, там мы жили.
выдали немножко продуктов по карточкам. Вот уже появились кое-какие продукты, да, покормили нас хлебом. Даже сахар, даже масло сливочное дали. Но что голодным это было? Много нельзя было есть. Помаленьку так берегли, уже отучились даже и есть, кажется. Умирали там в блокаде. Сколько там людей умерло, Боже мой. Вот идет человек, качается, как будто он хмельной. И вот ноги у него скашиваются, и он сваливается и больше не встает. И столько людей там погибло, столько людей умерло, не счесть. Каким-то трудом, каким-то образом все-таки мы выжили. И вот, наконец, из Иркутска нас посадили опять на поезд. Паспорта отобрали. Да что мы, совсем враги народа, как будто казались тогда. Нам так, куда едем, нам не говорят. Поехали мы, нас довезли до станции Осетрова. Там тоже в грузовике опять нас посадили и привезли на станцию Осетрова. На пристань Осетрова, вернее, да и станция. А после погрузили баржу. Река Лена, оказывается, это берег реки Лены Великой. И вот мы в трюм нас всех посадили, и баржа нас потянула в сторону, то есть на север. Мы гадали, куда нас на север везут, оказывается. Так мы приехали уже где-то в июле, только нас высадили в Басыттахе, это в Жиганском районе, от Жиганска 200 или 300 километров в сторону Булуна, Косюра. Вот так на голый берег высадили нас всех, и детей, и старых, пожилых, и молодых, кто ноги тянет. Все там мы были высажены. Помню, как сейчас шел проливной дождь целые 3 суток. Мы до ниточки все промокли, сменить одежды нет. Костры зажигали, камни собрали с берега, такие печурки сделали, как будто чтобы погреться и высушить одежду. Собрали из леса ветки, сделали себе шалаши, кое-какие одеяла везли, или пальто, или что. Им накрыли, и там в шалаше, значит, спали. Промокшие. Пар от нас нес, когда мы вставали утром опять. Камни, между камнями ветки собирали, сучья собирали, жгли и грелись, сушились. Ну и так пошли опять на бревна работать, нас послали. Бревна выкатывать с берега Невы, то есть Лены, выкатывали с крутого берега наверх, скатывали бревна, доски носили и стали строить барак, где жилье на зиму, значит. Уже построили барак, мох, мы, женщины, мох из леса носили, собирали. И так построили огромный барак для всех. Нары построили, там сделали. И все в одном бараке, значит, уместились. Ну так, вот, трудно было. Дали норму, дали продукты. Были рады, что остались живы, что все-таки продукты нам накормили нас. И тут внезапно из Жиганского района приехал уполномоченный. Спрашивает, у кого какая специальность, есть ли у вас тут какие специалисты. Оказалось, нас только 2. Евдокия Даниловна Луговая и я. Мы про себя рассказали, вот так. У нас вот такие документы есть, вот так. И
вскоре нам пришел вызов приехать в Натару. Это приток реки Лены, Натара, не доезжая Жиганска. От нас, значит, от Бысыттаха это в 250 километрах. И вот мы с Евдокией Даниловной пустились в путь на оленях. Такая была у нас радость. Теперь мы возвращаемся в школу к своей любимой работе. Наконец-то мы живем. Значит, и от рыбкопа одолжили, дали нам даху, унты, шапку оленью. И мы сели на нарты и поехали. Нам оленей подали и поехали. Едем только ночью, при луне. Днем отдыхают олени, сменяют оленей на стойбище. Видать, мы по-якутски ни слова не понимаем. Нас спрашивают, разговаривают с нами, ехать дальше нет или что делать. Там женщины показывают нам руками. Вот постелили нам, вот ложитесь, вот так показывают, ложитесь спать. Мы легли, ложимся спать, вот когда будет утром, значит, то есть вечером, тогда уезжаем, опять дальше держим путь. И так мы приехали в Натару. В Натаре недостроенная школа была. Опять стали доски носить, бревна носить. Там на постройке школы работали. Морозы, конечно, ужасные, сильные были. И так мы закончили школу и начали учебный год 1 декабря 1942 года. Это подумать только. 1 декабря начался учебный год. Мне дали 4 класс. Там были русские, там были якуты, там были финны дети. И вот ни учебников, ничего такого. Кое-как. Один учебник учителю дали, и все. А у детей ни учебников, ничего не было. Привезли кое-какую бумагу, и вот так мы начали учиться. Закончили учебный год, а на следующий год еще якутский класс отдельно открыли. Там приехал Егоров Кирилл Петрович. После мой муж, мы стали работать опять в Натаре. 2 года проработали в Натаре. Он вел якутские классы. 1, 2, 3, 4 класс у него отдельно, значит, он один преподавал им всем параллельно. После мы уехали, нас направили в Менкере поселок, там тоже был 7-летняя школа уже. Там мне дали русский язык в 5, 6, 7 классах вести. Кирилл Петрович в начальных классах работал. Там мы опять тоже сколько прожили, 2 года, видать, прожили. После Жиганска отправили нас. Кирилл Петрович учился на курсах военрука в Луне. Приехал, когда он стал вести военное дело, вел в школе. Так мы в Жиганске проработали 1 год. И после придумали приехать на родину Кирилла Петровича, в Мегино-Кангаласский район. Приехали первым пароходом. А в Министерстве образования нас встретили с громом, шумом. Первым же пароходом обратным: поезжайте обратно, кто вам разрешил, кто вам дал выезд, вас заменять некому, поезжайте обратно. Мы написали заявление, что Кирилл Петрович будет учиться, мне надо ближайшую школу от города Якутска, поэтому Кирилл Петрович поступает в институт, учиться будет. Ну и так все-таки удовлетворили нашу просьбу. И мы остались. Меня назначили в 7-летнюю школу села Томтор Мегино-Кангаласского района. А Кирилл Петрович учился в институте. И вот так. После этого смена директора
Торе была, и меня направили в Табакинскую среднюю школу. Это уже 7-летняя школа тогда была. После она переобразовалась в среднюю школу. В Табаге стала работать Мегино-Кангласского района. Это в Табагинской школе работала до выхода на пенсию. И так мой стаж почти что уже 40 лет получается. Все вместе взятое. Анна Ивановна төрөбүт дойдутуттан, сери содулуттан төһөтө тейдер дуухатынан саха. Онон кинеха саха сире чугас уонна иккис тапталлаах төрөбүт дойдута мәхаңына сулуғын табағата болар. Кини туох бар, ыратын-сыратын, йөрүйтүн көтүйтүн, жолун барытын ытчакка уонна төрөппүт көмүс чычаактаргар анабыта. Инники ытча толого көнө үчүгай уонна элях боларын туһугар жолуспыта. Бир тылынан эттакка ологун саха ытчатыгар анабыта. Жолыхын бие соко тапталлаах иетин, оны теңе агас сиен, төт кол сиен тапталлаах эбелерин туһунан саха жоно журналисттара үбүс элбаккы кысурыян, кини туһунан кепсен, киен туттан бар жонноругар сырдаппыттара. Оттон сиене Оля Стружкова өйттен суруюта, улууска бихиренен бастың местени ылбыта. Бу эбем туһунан аксынега конкурс болбута, аспыт кемет көдөн болон көпөтүнден. Ол конкурска бу кыттамман басты кеместин албытым. Бу эбем улахан сырыларын билетен хамнахан туһунан хырыйбытым, ологун. Сери биреметигер. Онуттан эбебер олох сүгүребин, мактаналбын. Онуттан эбем курдук. Үші кеге тулурдақ кеге болуқпын барабын және текпін бары. Бары сери ветераннары истинник әңірділейвін бен 5 сылын тулуытның юбилейнін онна бағарабын барыларға аныкағам да сери болбатын беха Россия жонун сери көрпетінлер. Ол кына баран бу Чечня билигин наха верахан кухан балагыня бу сери бара турар эдер үтчат жоннор харына хайвалаттар олоо көрбәккә не өлөнереллер элбәх жертва бар саха сириттен даны онон мин саха сиримеме иккис дойдум боларын быхытнан мин үрдәнеме өҗәвен алтуынан сери барара кимеха надалах дела булой кан тохтоллары болла түркенlik тохтоллары болла оны багарабын оны биеха ми сеттербит хос сеттербит эллах дойдуга олордуннар. Пусть живут под мирным небом, пусть будет мир на всей земле и дружба между народами и взаимопонимание. Же ити курдук умнуллубат ырхан жылхана аспыт, сери ынрык жылларын этинен қанынан билбит, Анна Ивановна билигин төрөппүт кыгыгар төмөлүгө олорор. Кини аны сайын 5 сүйбет өт күнүгөр агуын саан толуга. Бихиги өбүгөлер битигер барка макталбыт үрдүктөн үрдүк болуктар. Ордон калбыт тарбакка баттынар, агая аксанна кыржагастар бытыгар, сыла сыгыны эягастылы, кыгамнылах көрүүнү истини беректакты. Түмүк бүтүгөр багарыган кыржага сучуталга, тыл ветераныгар ухун жоллоок ологу, үйнер кенчээри ытчаттара кини үтүө атын үрдүктүк тутан, жон серге макталын ылар үтүө жон боло үйнен үрдүү ырата туралларгар.